Здравствуйте, в эфире Первого Приднестровского телеканала, программа «В центре», в студии Инна Делева. Эффективность реального сектора экономики – залог сильного государства. Для этого необходимо развивать производство, вкладывать в них серьезные средства, внедрять инновационные технологии, создавать для развития бизнеса необходимые условия. Как решаются эти задачи в Приднестровье, знает мой сегодняшний собеседник, вице-президент, заместитель председателя Республиканской организации некоммерческого партнерства «Союз промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья» Юрий Чебан. Юрий Михайлович, здравствуйте. Инна, добрый день. Прежде всего, хотелось бы поблагодарить вас за приглашение принять участие в столь солидной передаче и выразить надежду, что эта аналитическая передача по типу «Бизнес и власти» будет каким-то образом периодически реализована, хотя бы раз в квартал. Вы имеете в виду в рамках этой программы? А может быть, в рамках этой программы, может быть, но вы люди творческие, можете предложить свои варианты в этом отношении. Заметано, записано. Мы всегда готовы к диалогу в этом отношении. Юрий Михайлович, спасибо за добрые слова, но теперь уже к вам вопрос. В республике в последнее время обсуждается стратегия социально-экономического развития Приднестровья, определяются ее приоритеты, направления, перспективы, как ее видит Союз промышленников, и аграриев и предпринимателей. Ну, то есть, образно говоря, какой, по вашему мнению, должна быть экономика Приднестровья и развитие социальной сферы за ней? Желательно было бы учитывать при разработке стратегии в последующем, что ведь у нас экономика открытого плана. Да. У нас экспортоориентированная экономика, она очень подвержена воздействию конъюнктуры внешнего рынка. И это очень важно знать. Это первый аспект и первый критерий. И второй критерий, не нужно забывать, мы будем разрабатывать программные стратегические документы, реализовывать их в условиях правовой непризнанности. Это нужно постоянно помнить. Вот те сдержки, противовесы, те ограничения, которые имеют место на внешних рынках, в том числе и со стороны наших недоброжелателей, со стороны Молдовы, ну и частично сюда подключена и Украина, к сожалению. Речь идет о том, что и вопросы двойного таможенного оформления, и вопросы дополнительного взимания экологических и фитосанитарных платежей, помимо того, что уплачиваются нашими предприятиями не здесь, и иные вопросы фискального воздействия с молдавской стороны. По сути дела, это все признаки двойного налогообложения, которые недопустимы в мире, в принципе недопустимы, но имеем то, что имеем. И мы должны именно тоже в том числе и эти нюансы учитывать. А что касается непосредственно стратегии, да, мы стремимся принимать достаточно активное участие в разработке стратегии. И, на наш взгляд, здесь не нужно распыляться. По мнению Союза промышленников, аграриев и предпринимателей, необходимо сконцентрироваться на наиболее приоритетных направлениях с учетом возможной диверсификации нашей экономики. Почему? В какую сторону? Ну, допустим, поиска не менее эффективных направлений экономики, чем внешне, скажем так, экспортоориентированные промышленные предприятия. Я сейчас об этом постараюсь рассказать. Вы знаете, что весь мир находится на пороге, а многие даже уже окунулись, страны мирового продовольственного кризиса. То есть обывательски, фразеологично не хватает просто продовольствия в мире в связи с большим сокращением пахотных земель. Причем ежегодно идет, скажем так, динамика сокращения до 100 тысяч гектар пахотных земель. Мы же с вами, Приднестровская Молдавская Республика, благодаря усилиям нашего народа, благодаря Всевышнему, располагаемся на прекрасных пахотных землях, плодородных, с высоким бонитетным коэффициентом. И это нужно использовать. Вы понимаете, речь идет о развитии сельского хозяйства, перерабатывающего комплекса с учетом современных технологий для обеспечения внутренних потребностей в широком ассортименте продуктов питания и для усиления экспортного потенциала. И мне кажется, это направление должно занять одно из приоритетных мест при разработке стратегии. Как мне кажется, еще с упором на экологизацию, потому что сейчас... Я уже не говорю о том, что эти продукты пользуются особым спросом, а мы находимся в относительно экологически чистой зоне. Ну, позвольте мне об этом сказать, как бывшему министру экологии на протяжении 16 лет, да. Это один из критериев. Второе направление. Вы знаете, целесообразно все-таки предусмотреть реанимирование транспортно-логистического потенциала. Ведь мы располагаемся на пересечении международных транзитных транспортных коридоров. И грех было бы не использовать этого. Вы понимаете, многие государства с экономической выгодой используют такое географическое положение. Поэтому я полагаю, что это направление также должно иметь определенное место в рамках документа, называемых стратегией. С третьей стороны, нашу республику отличает прекрасное природное географическое расположение. И многие государства в основном за счет рекреационно-бальнеологического природно-ресурсного потенциала живут и неплохо зарабатывают. Давайте не стесняться этих слов. Мы же не используем этот свой потенциал, к сожалению. Я полагаю, что мы стратегически должны запланировать себе создание соответствующей инфраструктуры
для культурного туристического отдыха и улучшения здоровья приезжающих к нам, допустим, отдыхать сюда людей со всех стран мира. И презентационные какие-то проекты, Конечно. потому что без того можем внутри себя быть Конечно. просто раем на земле, но об этом никто знать не будет. Это прекрасный заработок для нашего бюджета и для экономики в целом. И мне кажется, это должно занять тоже достойное место в стратегическом документе. Ну, такие государства, как Болгария, бывшее государство Объединенной Югославии, вот, а также непризнанное государство Турецкая Республика, Северный Кипр, вот, побывали, да, Гибралтар, они в основном зарабатывают за счет туристического бизнеса, развитой инфраструктуры. Хотя у многих там нет такого ресурсного потенциала природного, как и у нас. Это откровенно хочу все, признать. Да, совершенно верно. Это третье направление. Что бы еще хотелось сказать? Вы знаете, нам не нужно стесняться задумываться о том, что, располагаясь в центре Европы, мы могли бы здесь создать так называемую налоговую гавань. Это первое. Многие пугаются, скажем так, наименования офшорных территорий. Или территории, я бы не назвал зоны, потому что наименование какое-то неприятное. Да. Территория свободного предпринимательства, свободной торговли. Кстати, нам подсказывают такие варианты и наши коллеги с России в том числе. Вопросы, связанные с созданием здесь науко-техноградов, маленьких анклавов и так называемых бизнес-инкубаторов. Вот это направление, четвертым направлением, может найти тоже неплохое место в стратегии. И, наконец, все-таки наша промышленность экспортоориентирована. Здесь мы должны уделить особое внимание. Почему? Потому что вы начали с того, что реальный сектор экономики в условиях открытой экономики Приднестровья является основополагающим фактором в экономике в целом нашего государства. Поэтому, конечно, в этом плане, на наш взгляд, правительству и высшему руководству республики хотелось бы пожелать при составлении стратегии вспомнить о том, что былые времена между нашими предприятиями, нашим промышленным комплексом и экономикой России были очень тесные кооперационные связи. Мы здесь должны предпринять усилия, и на протяжении последних 2-3 лет СПАП рекомендует настоятельно это, восстановить кооперационные связи между нашими предприятиями, кстати, которые функционируют с участием российского бизнеса, и экономикой Российской Федерации, вплоть до того, что мы могли бы решить вопрос вместе с правительством, с президентом, добиться и убедить наших российских коллег об участии наших предприятий в так называемых государственных заказах Российской Федерации по различным направлениям. Кстати, все сферы нашей жизнедеятельности и промышленности могли бы в этом участвовать. Вот, и предприятия тяжелой индустрии, предприятия легкой индустрии, я имею в виду швейные предприятия. Я не буду сейчас останавливаться на этом, но это реально. И это, кстати, могло бы составить, скажем так, альтернативу прямым инвестициям. Приток российской валюты за счет деятельности наших предприятий на российском рынке в рамках промкооперации государственного заказа, это могло бы стать очень неплохой идеей при ее реализации. То, о чем говорит президент, нам необходимы инвестиции в течение 5-6 лет, порядка 2 миллиардов условных денежных единиц. Ну, вообще, вот эти структуры, которые сейчас организовываются в рамках Таможенного союза, Евразес, насколько, как вы считаете, несмотря на, казалось бы, наши маленькие размеры, мы можем участвовать в этих кооперационных связях, и на каких условиях возможно ли наше в нем участие? Знаете, но я хочу вам ответить четко и конкретно. Бизнес стремится туда, там, где ему выгодно. Бизнесу выгодно определенной части бизнеса Приднестровской Молдавской Республики, в том числе и размещаться на европейских рынках. Это тоже целесообразно учитывать, особенно в последний момент, в последнее время, когда на основе соглашения между ЕС и Молдовой была реализована так называемая система автономных торговых преференций. В том числе и наши предприятия участвовали в этом направлении. Но вы знаете, что Европейский Союз начинает шантажировать Молдову достаточно серьезно. Руководство Молдовы идет мягко под этот шантаж. Хотя, откровенно вам хочу сказать, что многие солидные экономисты и представители бизнес-сообщества Молдовы категорически не согласны с тем, что может произойти в сентябре этого года при подписании соглашения между Молдовой и ЕС по углубленной всеобъемлющей зоне свободной торговли. Политика идет наперекор экономики. Дело в том, что очень многие, кстати, представители Евросоюза были у нас в СПАПе, и мы четко отвечали, что, ребят, мы прежде всего видим здесь заполитизированный вопрос. Будьте добры, аргументируйте, что мы не правы. И на этот вопрос никто не ответил. Он действительно есть так. Мы имеем то, что имеем. Но нам надо выходить из этой ситуации.
Вот. И причем нас пугает наше предприятие крупное о том, что если мы не согласимся войти в систему ОВЗТ, углубленную зону свободной торговли, вот нам дают где-то 2015 год, дальше преференции будут сняты, и, ребят, что хотите, то и делайте. А дальше будут введены так называемые заградительные пошлины для предприятий легкой промышленности. Это свидание европейский рынок. Да, предприятий порядка 10%, а для всех остальных порядка 17%. Кроме того, будут введены квоты на экспорт. Естественно, это не экономически невыгодно. Поэтому здесь, конечно, и, кстати, мы были инициатором Союз промышленников Приднестровья в плане стремления нашего промышленного комплекса и в целом экономики ближе к таможенному союзу. И это правильно. А если в 2015 году будет реализован план Евразес, то это будет очень прекрасно. Вот в этом плане необходимо вместе с правительством, с высшим руководством республики очень четко взяться за руки бизнесу в плане диверсификации рынков. А ждут ли нас там? Вы знаете, нас нигде не ждут, если мы себя не проявим. И давайте не стесняться. Дело в том, что мы должны настойчивы быть в своем стремлении войти в так называемый славянский рынок. Рынок Евразес. С последующим расширением за счет азиатских государств. Что касается равноправного вхождения, не будем тоже себя, на наш взгляд, тешить иллюзиями, поскольку мы не являемся субъектом международного права. Мы здесь можем добиваться, скажем так, нашего участия в качестве наблюдателей, в качестве региона наблюдателей, или добиваться нашего участия в качестве отдельной таможенной территории по аналогии с уставом Всемирной торговой организации, где предусмотрены варианты отдельных таможенных территорий в составе, ну, скажем так, других анклавов. То есть есть варианты, но над ними уже нужно сейчас работать. Конечно же, там не будет преференций, как это по Евросоюзу, но там не будет ограничений по квотированию экспорта продукции, вот, и там не будет ограничений по ввозным ценам. Мы уже сами будем ориентироваться. Вы говорили о налаживании кооперационных связей. Какую работу в этом смысле проводит Союз промышленников, аграриев и предпринимателей? Понятно, что вы без дела не сидите и ездите, и встречаетесь с вашими коллегами. Как идут дела на этом направлении? Вы совершенно правы. Мы в рамках соглашения с Украинским союзом промышленников, предпринимателей, в рамках тесных взаимоотношений с Российским союзом промышленников и предпринимателей, а также в статусе наблюдателя Международного конгресса промышленников и предпринимателей, где участвует порядка 20 государств, в том числе с Центральной Европы, Китай, Индия. Имеем возможность расширять наши взаимодействия, контакты. Сейчас, допустим, мы ставим перед собой вопрос возможного привлечения украинского бизнеса. Почему? А также российского бизнеса, причем преимущественно нацеленного на бизнес в области аграрной сферы. С чего я начал, акцентируя внимание при составлении стратегии, поскольку это одна из серьезнейших перспектив. Поскольку все остальные аспекты, в том числе и в области реального сектора экономики, у нас уже практически каким-то образом стабилизированы. Есть присутствие российского бизнеса, достаточно солидного, уважаемого российского бизнеса, а поскольку приграничное отношение, к сожалению, пока что не инициированы до соответствующей степени, я имею в виду приграничные торгово-экономические отношения. Вот мы перед руководством Украинского союза промышленников, перед соответствующими структурами Верховной Рады, правительства Украины ставим и причем аргументируем вопрос о целесообразности и перспективности участия бизнеса на нашей экономической площадке. Но вы знаете, они достаточно настороженно к этому относятся, как любой бизнес, и не нужно удивляться в этом. Они хотят быть уверены в стабильности на территории Приднестровья, прежде всего стабильности в области фискальной политики, стабильности в области тарифной политики. Вот. И немножко смущают вопросы, связанные с политической нестабильностью. Вот эти три основных фактора, которые смущают наших возможных визави. Но в этом плане проводится достаточно серьезная работа, и поверьте, я думаю, что в ближайшее время, до конца года, будут определенные положительные результаты. Вот. Почему-то, потому что привлечение инвестиций для работы Союза промышленников представляет одно из приоритетных направлений, откровенно вам хочу сказать. Мы говорим в основном о внешней экономической деятельности республики. Вот, может быть, один вопрос, уже достаточно кратко, потому что время наше не ограничено. Вот в последнее время государство возвращается в сектор экономики, государственную такую нишу занимает свою. А насколько, на ваш взгляд, это оправдано? И насколько вообще оправдано было раньше надежда на то, что частный бизнес спасет предприятия и поднимет их? Ну, что вам хочу сказать, Инна. Дело в том, что давайте мы немножко отделим зерна от плевел. Если говорить
о вопросах реприватизации, то я положительно отвечу на ваш вопрос и выражу мнение представителей крупного бизнеса, что если этот процесс проходит в правовом поле, если речь идет о неэффективно работающих предприятиях, находящихся на стадии банкротства, то тогда этот процесс оправдан. А вообще, откровенно хочу сказать, что этот вопрос возник не сегодня, не сейчас, и даже не в период, скажем так, прихода к власти нового руководства. Вы совершенно правильно заметили, что в период большой приватизации, я бы хотел отметить, были допущены достаточно серьезные системные ошибки. Системные ошибки какого плана? Во-первых, дело в том, что те деньги, которые мы получили от приватизации, не были направлены на формирование государственных стабилизационных антикризисных фондов. Не были направлены на так называемые инфраструктурные фонды, не были направлены на формирование фондов кредитования, что нам сейчас не помешало бы. Они были просто проедены. И при, скажем так, реализации процесса приватизации оставшихся предприятий мы должны учитывать также, что период приватизации не должен ограничиваться при подписании биржевых контрактов 5 годами инвестиций, а хотя бы минимум 10 годами со стороны соответствующей ответственности со стороны бизнеса и соответствующей преференции со стороны государства. Юрий Михайлович, спасибо большое. Наша программа уже подходит к концу. Будем надеяться, что общими усилиями все-таки удастся преодолеть вот эти негативные тенденции, которые, к сожалению, у нас есть и внутри, и снаружи. Мы готовы к консолидации. Да, это самое главное. Спасибо вам огромное. Всего хорошего. Это была программа «В центре». О нынешнем состоянии и возможностях развития реального сектора экономики республики мы говорили сегодня с вице-президентом, заместителем председателя Союза промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья Юрием Чебаном. Спасибо, что весь этот сезон были с нами. Коллектив программы уходит в отпуск. Встретимся уже в сентябре. До свидания.